Друзья, привет! Как ваши дела? Отлично! С вами на связи, как всегда, криптоконсультант Олег. Именно эта профессия стала самая популярная в 2017 году. Эта профессия сейчас самая оплачиваемая, самая востребуемая. И для нее необходимо всего лишь интернет и вот такой вот гаджет, да, подключенный. А это автоматически значит, что вы становитесь абсолютно свободными. Вы можете работать, жить в любой точке земного шара. И это здорово. А сейчас я хочу вам рассказать о новостях, которые были на прошлой неделе. Ведь было очень жарко не только за окном, плюс 36, плюс 38, а и на рынке криптовалют. Усаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. Смотрим. Итак, вашему вниманию сайт fortlog.com. Довольно-таки авторитетное издание, рекомендую. Итак, топ-7 главных событий в биткоин и блокчейн индустрии. Поехали. Главным событием этой жаркой недели стало рождение нового альткоина под названием Bitcoin Cash и новый ценовой рекорд биткоин. Также случились и другие заслуживающие внимания события, которые мы с вами посмотрим. Итак, что же случилось на самом деле? Все эти слова непонятные, форк, т.д. В общем, постараюсь вам объяснить, перевести с русского на понятный язык. Итак, что случилось на самом деле 1 августа? Вспоминаем биткоин, кстати, который добывается вот на таком вот оборудовании. Разделился в определенный момент на две цепочки. Да? Один таки остался биткоин называться, а второй биткоин кэш. Зачем это делается? Делается это для того, как вы знаете, что сам биткоин, есть у него проблемы с скоростью проведения транзакций, и поэтому практика показала, что не очень легко удобно его использовать для проведения транзакций. Например, я сам, когда покупал в обменнике, у человека рядом стоишь, покупаешь биткоины, да, то приходится стоять там 10-15 минут, ждать, пока пройдут транзакции. Да? Это неудобно. И поскольку биткоин уже всем доказал свою надежность, свою эффективность, то было принято решение создать новый биткоин кэш, так называемый, у которого скорость транзакции будет гораздо быстрее. То есть он также будет майниться на таком же оборудовании, что хорошо для майнеров. Такой же у него SHA-256 алгоритм. Все то же самое, только быстрее у него происходит эта транзакция. И это для того, чтобы вы могли, например, в кафешке или где-то в магазине в считанные секунды, не в 15-20 минут, а то и больше, а то и несколько дней, а то и несколько недель, как показала практика в мае месяце, совершить покупку за биткоины. В этом случае биткоин кэш. То есть как это будет выглядеть? Биткоин кэш, это мое понимание, как я понимаю, остается как бы инвестиционной составляющей, да, то есть лежит у вас большая сумма, и вы можете через личный кабинет, через биржу перевести его в биткоин кэш и биткоин кэшем уже оплачивать. И дальше. То есть, по идее, должно быть просто удобней, быстрее и быстрее. Да. Это основная была как бы задача. Что из этого получится, мы с вами будем наблюдать, потому что такого еще не было. В принципе, также создался эфир, если вы знаете, и цена его значительно опережает, чем эфир Classic. Посмотрим. Так, что же дало это разделение лично мне и вам, у кого есть биткоины? Вот эта статья. Значит, 1 числа владельцы биткоина совершенно бесплатно получили на свой счет
если этот счет поддерживал это раздвоение, потому что, как оказалось, не все поддерживали раздвоение, а некоторые сервисы там и кошельки, они его поддерживают, да, раздвоение, они, то есть, раздвоили, они получили этот биткоин кэш, но с вами не поделились. Есть и такие варианты, то есть, как это будет дальше, пока неизвестно, но такое надо понимать, что есть, да. Поэтому, кто был с нами, вывели свои деньги или в BitClub, или же на биржу, там на Kraken, на Bitfinex, на Bittrex, как оказалось, тоже поддержал. И получили на свой счет Bitcoin Cash. Что сейчас с ним происходит? То есть, давайте посмотрим диаграмму. Вот он только родился, стоил там $800, потом упал до 400 сразу моментом, там до 500. Вчера он стоил 200. И сегодня немножко он ползет вверх, видите, график такой, вот он, помпанули его, то есть много закупили, немножко просел, опять помпанули, сейчас опять просел. То есть рекомендаций по поводу Bitcoin Cash давать никаких не буду, думайте сами, почему, поскольку как бы истории нету, на что можно опереться в прошлом и как поступить в будущем, то есть такого бэкграунда нету, единственное, что вы можете, ну, те, кто в курсе, там, в том числе и я, вот здесь можно купить было, да, и сегодня вот здесь продать. И зарабатывать как бы на, так скажем, спекуляции. Ну, а если так получилось, что вы пока не получили свой биткоин кэш, будьте осторожны, потому что именно сегодня появились в интернете мошенники, которые предлагают вам получить этот биткоин кэш, передав им в руки свои ключи от кошелька, от сервиса, где у вас лежит биткоин. Как бы звучит это, как по мне, очень неразумно. Ну, как бы предложение понятное, да, но те люди, которые согласятся на эти предложения, на это предложение, это все равно, что вы просто добровольно отдаете деньги, отдаете свои биткоины другому человеку, который вам будет обещать за небольшой процент, там, за 7 или за 8, за 10%, получить ваши эти биткоины кэши, и как они утверждают, что они вам отдадут потом все, и ключи, и это. Ну, конечно же, это глупо, но я уверен, что такие люди, которые не с нами сейчас, которые не слышат то, о чем я говорю, такие люди будут, они поведутся на это, и посмотрим, какие будут дальше новости по этому поводу. Ну, а об этом вы слышите одни из первых. С чем я вас и поздравляю, вы в нужном месте. Подведем итог. Если у вас есть биткоин кэш, и вы не знаете, что с ним делать, не спешите. Возможно, будет, что он поднимется, вот, ну, поднимется, цена его увеличится, и вы хорошо заработаете. Если же нет, можете сейчас продать его, выйти в биткоин. То есть ваше дело неизвестно. Рекомендаций никаких не буду делать. Не буду вам давать, думайте сами, развивайтесь в этом направлении, ищите больше информации. Дальше. Следующая новость, это то, что биржа BTSE, сага продолжается, да, наехали на биржу, что-то ничего не понятно, но для нас, что главное, что биржа не работает. Все. То есть у кого лежат там эти биткоины на бирже BTSE, будут ли им начислен биткоин кэш, будут ли вообще ему возвращены его средства с этой биржи, неизвестно. Много идет информации по поводу этой биржи, там одни говорят, что будет работать, другие не будет. Здесь только по факту. Как только биржа откроется, будет хорошо. Нет, тогда это для нас всех еще один сигнал о том, что на биржам доверять нельзя. То есть зашли на биржу, совершили какую-то сделку и вышли на кошельки на свои. Лично моя рекомендация, да, не хранить все криптовалюты в одном кошельке, типа криптонатор, типа еще какие-то, потому что, вот как и видите, и биржи, все имеет свой срок жизни и закрывается. Поэтому я рекомендую, например, токены, которые у вас там эфир, хранить на кошельке MyEthereum, да, там токены эти ERS-20, которые их там хранить. Например, эфир Classic, на который я тоже ставлю определенную ставку, я его добываю, я храню на кошельке именно эфир Classic.
Например, Waze, о котором я запишу следующее видео, и подпишитесь сейчас на канал, поставьте там, ну и лайк, ладно, ставьте, спасибо. Расскажу вам о Waze. Это, считаю, что очень классная криптовалюта, и ее можно увеличивать, и за счет ее можно добывать тоже другие токены. Я считаю, что это очень здорово, тем более, что Waze, цена Waze на бирже выросла практически в 2 раза. Да, после новостей были определенные новости, и цена подскочила. То есть, поэтому, в принципе, я думаю, что сейчас тоже можно Waze брать. Вот что происходило, да. Ну, это еще июнь месяц, вот август у нас, вот его рост стремительный, да. Максимальная цена его была за одну монету, по-моему, сколько тут? 6 под 7 долларов, да. Сейчас он стоит 5, то есть у него потенциал возврат к своей прежней цене, это психологический такой есть. И он, ну и плюс эта монета, довольно-таки монета, это платформа, которая полезна и несет пользу для общества. Немного похоже, простым языком, если говорить, как у эфира, да. Это платформа, на которой можно создавать как бы свои ICO, генерировать свои токены. По-моему, за 10 долларов это можно делать. И есть даже уже... Короче, человек делает ICO на песке. То есть песок, токены, бизнес. Очень интересная штука, поэтому кто интересуется такими штуками, кто немножко рискованный, да, приобретайте Waze и следите за следующим видео. Я покажу вам, как сделать так, чтобы Waze у вас рос не только в цене, но и в количестве, а еще и генерировал другие токены. Дальше, следующая новость, это биржа Poloniex. Опять биржи, опять биржи. Немного они изменили правила, добавили задним числом там какие-то рекомендации, попросили не участвовать тех, кто нечестно ведет свой бизнес, нечестно торгует. Короче, какой-то бред, но видно это из-за того, что... ну, из-за того, что вот... Где там это, как называется? Короче, напали федералы на биржу эту BTC, и Poloniex тоже немножко, видно, сэканули. И решили написать новые бумажки, чтобы попу свою прикрыть. Молодцы. В принципе, работает. Никаких нареканий пока не было. Дальше. Власти Сингапура будут регулировать ISO. Это отлично. Домик красивый. Мечта у меня есть. Потусоваться на нем. Там бассейн, рестораны какие-то. Супер. Сингапур. Молодцы. Дальше. Биржа Bitfinex запускает специальную платформу для торговли эфириум токеном. Будем тестить, буду делать обзоры. Так, Economy становится ближе к сообществу, да. Начиная с этой недели тоже будет новая биржа, которая торгует цифровыми активами Economy. И давайте посмотрим сразу, вот как эта новость повлияла на рост монетки. Вот монетка Economy. 2.98 она стоит. И что у нас? Ниже чуть надо опуститься. Посмотрим график за 7 дней, потому что эта новость была на прошлой неделе. Соответственно, если эта новость имеет вес какой-то и под собой основание какое-то важное, то цена монетки должна расти. Что мы видим? 7, 6, 5, 4, 3, 2 августа, 1. Да, вот был немножко всплеск какой-то. До 3.77 дошло. Ну, дальше... Может, биржа не заработала, не знаю, может, что-то случилось. А может, просто под фон этих новостей как бы раздули, помпанули, залили большие деньги, потом слили, и цена пошла вниз. Соответственно, если ценность, которая делает за собой биржу, она оправдается, то потихоньку монета будет расти. Предположений никаких не даю по этой монете, и у меня ее нету, потому что я не знаю, где ее купить, да? Кракен. Угу. Будет расти, будем брать. Одна из последних, но немаловажных новостей, это то, что в Киеве прошел второй уже Bitcoin Invest, Bitcoin Invest форум 5 числа. Я там был, мед там пил, по усам текло. В общем, сделал я небольшой фотоотчет. Вот так это все, это Киев, детка.
Так, маленькие, наверное, фотки. Ну, если что, зайдете, интересно посмотреть, зайдете ко мне на страничку Фейсбука и увидите эти все фотографии. Ну, или посмотрите в Голосе. Я веду страничку в Голосе, выкладываю. В следующий раз мы встречаемся в Одессе. Кстати, был я приятно удивлен. Ну, мы готовились к этому форуму как бы со своей колокольни. То есть у нас ребята, которые уже 2 года в криптовалюте, там 3 года, есть монстры просто там уже со своими фермами, майнингами. Есть те, кто уже продал давно свои майнинг-фермы и присоединился в BitClub, потому что это выгоднее. И мы готовили просто, ну, как для себя, да, то есть информацию хай-теч про ICO, там про разные фишки такие. А на вопрос спросили, кто знает, у кого есть криптовалюта. Вот зал сколько здесь было, 50, где-то 48-50 человек. Подняло 5 человек руку. Но это были вот этот парень, кстати, в розовой рубашке, вот как раз он руку поднимает, да, еще пару. Во-первых, порадовало то, что эти люди были необычайно радостны, потому что утром курс биткоина просто нас порадовал ростом 330 дал, да? То есть напередодне он был 2800 и вырос на $300, что было для нас очень приятно. Вот, и люди, которые находились в зале и у них были уже биткоины, они тоже не могли скрыть свою радость. И я понимаю их почему. Вот. Но остальные даже не знали, просто услышали, что есть биткоин, что есть криптовалюта, и пришли к нам, чтобы узнать просто базовую какую-то информацию о том, что же это все такое, да. Поэтому нам в ходе пришлось немножко изменить немножко ход этой презентации, ход нашего форума, да, и дать просто начальную информацию как бы для детей о том, что такое просто криптовалюта, где она принимается, там в каких странах, там, в общем, но у людей были огромные глаза, и дальше мы провели презентацию нашего BitClub, сделали телемост, провели, вот видите, вот картинка здесь, Денис Телемост, это участник BitClub уже 2 года, он показал нам свой личный кабинет, и просто все в шоке были, и я сам был в шоке, потому что это настолько классный продукт, просто, ребята, крышу нафиг. Единственное, что сразу не видно, а видно это на долгую. Это на долгую видно, и человеку за 2 года практически $3500 принесло 9 биткоинов. 9 биткоинов плюс у него еще следующие 2 года еще работает вот этот вот майнинг и еще генерирует деньги. Да, то есть ребята всегда задают вопрос, вот что лучше, майнинг или сразу купить биткоин, допустим, инвестировать, да? Ведь он в цене потом растет, а при майнинге вы получаете по чуть-чуть, по маленькой доле этого биткоина. Ну а деньги на начальном этапе инвестируете одинаковые, то есть что лучше? В случае с BitClub лучше BitClub в 8 или в 10 раз, наверное, но на долгосрочной перспективе. На короткосрочной, там до 1,5 до 2 лет одинаково. А сразу даже и кажется, что лучше в биткоин купить, да? По 3200 взял себе 1 биткоин и сидишь, ждешь, пока он вырастет там до 10, и будет он, ребята, стоить зимой к 10, и будет он больше стоить. Сейчас сложность в 2 раза увеличивается, соответственно, то, что вы сейчас видите на вот, увеличение цены биткоина, это только начало, да? Потому что должна она стартануть до 5. 4, где-то 5, это такая приемлемая цена для того, чтобы вот этим ребятам, которые поддерживают вот с таким оборудованием жизнь самого биткоина, для того, чтобы получать прибыль, было выгодно оплачивать за электроэнергию, докупать это оборудование все новое. Для этого нужна цена биткоина выше, чем она сейчас в 2 раза, так как количество монет, которые производятся, становится меньше в 2 раза, да? Улавливаете? Улавливаете вообще вот эту вот тему? То есть, и так происходит на самом деле каждый год уже, сколько, 9 лет. И так будет происходить до 1140 года. То есть, представляете, последний биткоин будет, мы вчера так сели, я уверен, что это мы неправильно считали, ну так, чисто
приблизительно, что последний биткоин, цена его будет 33 миллиона долларов. Это для того, чтобы было всем выгодно его майнить и чтобы он имел место как бы жить. Так что вопрос, если у вас есть, рано или поздно покупать биткоин. Я уже сказал об этом. И последнее, друзья. Поскольку после этого мероприятия я понял, что большинство людей даже не установили кошелек. И среди вас тоже, среди моих знакомых, есть люди, которые слушают, да, вам как бы нравится, но у вас на самом деле нету еще ни биткоина, нету даже кошелька. Так? Это правда? Когда вы это начнете менять? Сколько вам надо, чтобы стоил биткоин? 5-10 тысяч? Скажите, лучше будет смотреться вот эта информация, которую я даю, и Криптомир, если у вас будет на кошельке хотя бы там на 100 долларов или на 200 или на 1000 долларов биткоина, да? Интереснее. Поэтому я специально для вас создал чат в Телеграме. Есть у меня два чата. Один для Bitcoin SOC называется. Это для тех людей, которые уже знают, что такое криптовалюта, у них есть биткоины, и я давал им информацию какую-то по поводу компании BitClub Network, да, в компании, в которой я добываю эфир Classic, биткоин, Zcash, Monero и Dash был, но сейчас Dash невыгодно добывать, да. Для тех людей отдельный чат, вот он, Bitcoin SOC. Там я делюсь информацией там, по торгам, по разное интересное. Вот Теслу можете купить за 10 этих биткоинов. А этот будет чат для совершенно новых людей, которым нужна просто помощь в открытии, в выборе кошелька, в регистрации кошелька. То есть здесь важно очень, конечно же, иметь поддержку и не совершать никакую ошибку, потому что это ваши деньги, да? И это не просто ваши деньги, это те деньги, которые через определенные 5-10 лет сделают вас просто состоятельным. Поэтому здесь нужна поддержка, я вас понимаю, поэтому добавляйтесь в этот чат. Ссылку на него я оставлю под этим видеороликом, называется он Bitcoin Help.ru. Пишите туда свои запросы, и буду давать вам хорошие инструкции, помогать лично. Пока вас немного, смотрите, один участник у нас. Welcome. Ну и хочу, конечно же, поблагодарить, наверное, вот девушку Анастасию, которая доверилась мне, и с ней мы тоже... Анастасия стала инвестором. Еще раз тебя, Анастасия, поздравляю. Ты очень быстро учишься. Я даже не думал, что девушке мне будет настолько просто и легко объяснять, как покупать на бирже криптовалюту, как вот делать обмен. Поздравляю тебя. И хочется мне еще таких, как ты, 999 человек обучить именно криптовалюте. С вами был криптоконсультант Олег. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать все самое интересное. Ставьте, пожалуйста, лайки. Пока.